Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Так, ну по названию вы, наверное, уже поняли, что у нас сегодня будет блюдо говяжьи ребрышки в духовке. Ну и хочу их приготовить вместе с вами. Так, мясо я помыла, обсушила, как смогла, полотенцем. Сейчас мы будем его мариновать. Так, и сразу же приношу свои извинения за то, что я немножко гундошу, даже не немножко, а хорошо гундошу. Простуда у меня разыгралась не на шутку, вернее, не столько простуда, сколько насморк. Так, значит, у меня тут 2 килограмма, ну, где-то 300 грамм, по-моему, 270 говяжьих ребрышек. Помните, я вам показывала, что я их покупала перед Рамаданом. Закупочку, когда показывала. Вот, я их еще не использовала. Это только часть, я их вчера вынула из морозилки, разморозила, поэтому цвет не красный. Потом они у меня еще, пока мы завтракали, в воде лежало мясо. Теперь я хочу снять вот эту вот пленку, чтобы ребрышки впитали маринад, который мы сделаем. Вот эту пленку желательно удалить. И заодно будет, чтобы котикам дать нашим, да? Которые тут как тут прибежали. Хотя и не голодненькие, уже кормила с утра. Но на то они и кошечки, что запах мяса их прельщает. А ну иди отсюда. Сейчас я сниму тебе и дам. Потерпи. На, иди. Так. Вот так вот сейчас со всех. Ну вот так вот, видите, она очень легко снимается. Так, что я тут показываю, поближе приближу вас. Так, после сухура я не легла, помолилась, почитала аскары. И теперь хочу заняться. Надо было еще вчера с вечера их замариновать, но пока с малышами после ифтара игрались. Мадина уехала поздно. Уже заходить в кухню обратно мне не захотелось. Но время есть еще. Сейчас только 7 час утра. До вечера не промаринуются. А так можно просто с ночи промариновать. И будет вкусненько. Скорее всего, буду их запекать в рукаве, чтобы они были сочные. Ну, пока маринуются, будем думать, как дальше с ними работать. Так, ну что, все, пленочки мы убрали. Так. Они у меня просто нарезаны мелко, ну так, а можно было бы и просто оставить таким вот большим пластом. Но раз они у меня порублены вот так вот, мы их сделаем как бы порционно кусочками. По одному ребрышку. Еще нет 2 недель, как я переболела насморком, причем даже обращалась к врачу, потому что мне средства от насморка, которые я принимала, просто не помогали. Я даже ходила к лор-врачу, он мне выписал спрей 2 видов. Но я сегодня утром на сухур просто не успела брызнуть спреем, потому что спрей был там в доме, и я тут не успела. Прозвучал азан. И не получилось. Потерпим, ничего страшного. Так, все. Мясо готовили. Теперь мы будем готовить небольшой маринад. Так. Значит, я потихонечку подготовилась. Тут у меня адыгейская соль, черный перец, красный перец, вот таким вот красный жгучий перец с хлопьями. Я такой покупаю, очень хорошенький. И чесночный перец. Нет, чеснок сушеный. Все время путаю с чесночным перцем.
Так, ну по чайной ложечке, друзья, и 1,5 ложки соли. У меня тут адыгейской соли. Так, что дальше? Значит, мы сейчас добавим 2-3 ложки соевого соуса. Ну, немножко у нас будут пикантные сегодня ребрышки. Так. Овощи, наверное, отдельно пожарим. Так, теперь мед. Много не буду класть меда. Ну, вот так вот, столовая ложка. Так. Теперь у нас еще дижонская горчица. Я люблю дижонскую горчицу. Ну, зернистая горчица, без разницы. Зернистая, дижонская. Вот такая вот. Ну, вот тут сколько есть, столько и добавим. 2 чайные ложечки получается. Кислинка такая. И пикантность этой горчицы мне нравится. И когда баранью ногу запекать, тоже я ее кладу. Ой, мамочки, алхамдулилlah. Чихаю. Так. Что дальше? Так, значит, вот хочу сегодня добавить вот такое вот. Тут хоть не написано для курицы, но она подходит. Можно даже обычную, любой кетчуп обычный. У меня есть и кетчуп, просто тут есть травы такие интересные. Я добавляла, мне понравилось. А вы, как я говорю, если нет такой, не обязательно именно такую добавлять. Можете добавить просто, сейчас я покажу, какой-нибудь кетчуп. Так, можно добавить вот такие вот кетчупы, мне нравятся они тоже. Вкусные очень, есть острые, вот есть такие не острые. Как вам хочется. Если хотите, можете добавить острые. Но не добавлять тогда красного жгучего перца. Так, все. Теперь мы добавим масло. У меня тут оливковое. Можете просто растительное добавить, не обязательно оливковое. Ну, 1-2 ложки. Вот так вот. И вот у меня немножко есть апельсинчик. И добавим немножко сока апельсина. Так, ну что, мои дорогие, будем запекать наши ребрышки говяжьи. Они уже промариновались, простояли у меня, сколько получается, ну где-то с 6 утра, и вот сейчас около 4 часов, да, 3:30. Теперь мы их переложим в рукав и поставим запекать. Духовку я уже включила на 180 градусов. Так. Сначала поставим ребрышки, и когда они уже, ну, им стоять, наверное, часа 1,5-2. Потому что это говяжьи ребрышки. Я точно не знаю, молодая или говядина. Как раз к ифтару все поспеет. Ну, где-то через час с лишним, наверное, уже подготовим и овощи к нему. Так. За то время, что стояло мясо у меня, ну, я его поставила на улице, у нас прохладненько сегодня. Я несколько раз его переворачивала, чтобы все хорошенечко перемешалось. И все. Теперь закладываем в рукав.
Так, мои дорогие, значит, на гарнир у нас будет, как я сказала, будут овощи на гарнир к нашим ребрышкам. Это молодой картофель, баклажан, кабачок, болгарский перчик, помидорки. Ну и на сегодня хватит. Это очень вкусное блюдо, друзья. Его можно готовить как и для... Ну, конечно, но не каждодневное, не блюдо на каждый день. Ой, расчихалась, вы меня простите. Так, дело в том, что, ну, конечно, вот, ну, на большую семью, как на нашу, вот я поставила 300 грамм мяса, получается, у нас, да, и пока еще и картошка дорогая. Летом, конечно, не так дорого, кроме мяса. Остальное все не так дорого. Так, сейчас я быстро подготовлю картошку. Значит, у меня, как всегда, адыгейская соль. Мне она нравится, потому что там уже... Ой. Сейчас я вам покажу. Ну, наверное, все знают, она недорогая. 32 рубля. Вот микрофон слетел. Потому что тут есть и травы, и ароматы, более-менее, да, но не так много, ну, не так остро выражено, но все-таки есть. Так, значит, пока я добавлю немножко растительного масла, но это у меня оливковое масло, немножечко. Вот так вот. Можно просто растительное. Добавлю также соевый соус чуть-чуть. Раньше не добавляли этот соевый соус, но он как-то какую-то вот... все-таки пикантность придает блюду. Можно без него, если вы не хотите. Не обязательно каждый раз добавлять. Так, сейчас я немножко вот так вот перемешаю. Так, может быть, вот эти вот, что побольше картошечки, можно и напополам, чтобы они одинаково запеклись у нас. А мелкие будем оставлять так. Я не буду их варить. Некоторые варят до полуготовности, потом запекают. Ну, это мелкая картошка, даже не мелкая картошка, спокойно запекается в духовке. Спокойно, прекрасно запекается. А, да, у меня еще грибочки. Сейчас еще принесу грибочки, тоже будут очень вкусные. И, как я сказала, действительно, друзья, может кто-то скажет, что это не на каждый день, но иногда хотя бы месяц один раз, 2 месяца один раз, да, если можно позволить себе. Сейчас я грибочки помою. Когда гости, на праздник какой-то, можно приготовить. Так, помыла грибочки. Так, сюда, значит, сейчас я вот так вот столовую ложку, наверное, соли адыгейской, да, немножко паприки. Я не стала в маленькие эти класть. Все. Ну, столовая ложка. Тут у меня вот домашний... я не люблю прованские травы. Это просто сушеная петрушка и укроп, которую я сама высушила. Все. И где-то минут за 40 до того, как у нас приготовятся бараньи ребрышки, мы поставим картошечку, духовочку тоже. Пусть стоит. И также будем мариновать и остальные овощи. Так, то же самое, та же соль. Вот так вот где-то столовая ложка, да, также столовая ложка паприки. Также немножко оливкового масла. Можно растительного. И также немножко соевого соуса. Если хотите, можно и какой-нибудь кетчуп тоже добавить. Но я не буду, потому что кислинка пока хватит той, что и в соевом соусе. Все. Ну, и это все будет тоже стоять минут за 30 до готовности мяса примерно, да? Ну, минут за 30 все это прожарится, я думаю, в духовке. Пусть будет, ну, за 40. Картошку можно чуть пораньше поставить, минут за 50 до готовности мяса. Все. Так, ну, я, наверное, сюда же и помидорки просто положу.
запекать с ними не буду. Чуть-чуть попозже положу помидорки. Можно их еще... Не смогла девчонки найти свою сковороду, не знаю. Я ее отнесла в кладовую, потому что она не бывает каждый день нужна. Такая у нас ребристая, с полосочками. Чтобы отдельно вот прижарить на ней ну, кружочками, ну, чтобы красивые полоски были. Ну, ничего. Так, мои дорогие, сейчас я буду уже класть картошку в духовку. Быстренько. Просто закину рядом с мясом. Так, вот так вот, видите? Запекается. Уже час у меня запекается мясо. Сейчас я закинула картошку. Так, мои дорогие, значит, картошка печется, мясо почти уже готово. Но я еще не закладывала овощи, потому что еще рановато. Я хочу сделать малосольные огурчики и малосольные помидоры. Ну, буквально по полкилограмма сделаю. Просто нам на один раз. Так, вот таким вот. Можно обычным ножом нарезать, можно полосочками, как вы, если хотите. Вот такие можно в длину сделать. Без разницы. Ну, я сделала вот так. Они маринуются быстро. Буквально 10-15 минут. И малосольные огурчики и помидорчики готовы. Мальчики очень любят малосольные огурцы. Заказчики у меня тоже частенько заказывают эти малосольные огурчики. Как бы сегодня будет. Так, ну и помидорчики. Желательно, конечно, помидорчики, чтобы были покрепче. Но у меня тут слишком мало, поэтому добавлю один такой большой. Помидоры не буду я мельчить слишком. Вот так вот. Так, ну вот. Подготовила и помидоры, и огурчики. Теперь я тут нарезала зелень укропа. У меня только укроп, петрушки нет. Хотя у меня есть петрушка, но я ее хочу оставить для этого. Так, значит, несколько зубчиков чеснока, остренький перчик. Ну, все по вашему усмотрению, как хотите. Если хотите остренькое, добавьте больше перчика. Не острое, то меньше. Так, значит, где-то по полкилограмма у меня здесь, значит, пол столовой ложки соли. Также сахара и также уксуса добавляется сюда, друзья. То же самое и сюда. Так. Ну и распределим пополам. Сюда перчик и сюда перчик. Если бы зеленый перчик был, то с помидорами красиво бы сочетался зеленый. С огурцами, видите, красно красиво сочетается. Вот так вот. И чесночок тоже так же. Поделим пополам. Также и зеленушку поделим пополам. Все. Перемешаем. По желанию, если хотите, можете добавить и растительное масло, то тогда это уже будет как бы салат. Да? Сейчас так, они это малосольные помидоры и малосольные огурчики. Вот. До ифтара еще почти час. Они хорошенечко промаринуются и будет очень вкусно. Вы знаете, друзья, пишут, что не надо держать пост, потому что, ну, из-за болезни или еще как-то. Да, конечно, если вы не можете держать пост, то, насилуя организм, держать пост никто не говорит. Нигде не пишется. Но если вы можете держать пост, то мы должны держать пост. И
вы знаете, никакого так, ну, совершенно. Во-первых, не жарко, пить не хочешь. День, походу, и короткий, пока ты туда-сюда, и уже и вечер. Вот совершенно я не могу сказать, что я сегодня хотела бы кушать. Единственное, что просто открытый рот из-за насморка иногда просто пересыхает в горле. И то, если бы насморка не было, то и этого бы не было. Потому что просто нужно обязательно после ифтара постараться не сразу, вот на ифтар, как делаем, не сразу много поесть, да, на ифтар, а вот немножко поесть, чуть-чуть, не полностью набить желудок, вот, потом посидеть, походить даже, помолиться, все это сделать, потом еще раз сесть, еще по чуть-чуть, немножечко поесть. И обязательно вот пить воду. Пока ты не ложишься спать, пить воду, чтобы этот водный баланс как бы восполнялся. И тогда никакого организма, никакого зла не будет. Наоборот, только польза, друзья, только польза. Голодание же вообще советуют. Ну, люди же сидят, например, на интервальном голодании. Да, никто же им ничего не говорит. А вот если ты пост держишь, то это, конечно, нет, ни в коем случае нельзя держать. Да? Вот так вот. Все. Ждем теперь. Так, да, друзья, у православных тоже начался пост, как я знаю. Я тоже вас всех поздравляю с этим. И тоже желаю, чтобы вы могли держать пост, чтобы ваши помыслы были чистыми, чтобы ваши мольбы и ваши посты были Всевышним приняты. Так, и, друзья, я потихонечку готовлюсь. Забыла вам сказать, что сюда нужно еще положить лавровый листик. Так вот. Так, ну что, мои дорогие, все, у меня блюдо готово. Мясо у меня было готово уже чуть раньше. Я его... Сейчас микрофон одеваю. Я его вот так вот запаковала в фольгу, чтобы не остыло. И вот наш гарнир тоже готов. Картошечка. Жалко, я не могу. Я не чувствую запаха. Совершенно. Это должно быть очень вкусно и очень ароматно. Так, мальчиков здесь нет, чтобы они хотя бы запах мне сказали. Так, ну что, будем теперь накрывать. Вот такие ребрышки у нас получились. Я надеюсь, видно. Так, сейчас, минуточку. Так. Что посмотреть? Я вроде бы проверяла. Но все-таки сейчас... Ой! Ага. Так. Вот давайте проверим. Вот смотрите. Мясо прекрасно приготовилось, оно сочное. Видите? Но время еще ифтара не пришло, пробовать не могу пока, друзья. Но осталось сейчас немножко. Сейчас посмотрю, сколько осталось. Еще 9 минут. Ну, пока. Сейчас все накрою. Так. Так. В одно блюдо или в два блюда положить. Даже не знаю. Ой, извините. Я вас шатаю все время. Так, ну давайте. Посмотрим. Если в одно, то в одно большое.
вот, друзья, звучит азан. Так, ну и вот, друзья, я вовремя все успела. Мы уже помолились. Вот такое получилось шикарное блюдо, красивое. Ну, вот так, ничего лишнего, друзья. Небольшая фруктовая нарезка. Всего понемножку. Пусть примет Всевышний наш пост. Марта буду лучше. Ну, вот как-то так. Всех благ вам, мои дорогие. Мяштахлыш.